кителе, украшенном медалями, с фотографией смотрит Ахмед Дудургов. Уроженец Барсуки добровольцем ушел служить в ряды Красной армии еще в 1939 году. Образование, полученное в минометно-артиллерийском училище, позволило ему стать командиром минометной батареи, дислоцировавшейся недалеко от западной границы страны. Батарея под его командованием участвовала в боях на подступах к Смоленску и под Вязьмой. Навсегда запомнилась станция Лихая, вспоминал Ахмед. Под его командованием 203-я стрелковая дивизия уничтожила 20 танков. Ахмед Дудургов в боях под Сталинградом едва не погиб. Из-за тяжелого ранения больше не смог вернуться на фронт. За мужество, проявленное на полях сражений на Донском и Юго-Западном фронтах, он был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и за боевые заслуги. В Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова можно ознакомиться с историческим материалом об отважном защитнике города. Здесь также есть информация о 140 ингушах, участвовавших в Сталинградской битве. В музее ежегодно к этой дате делаем выставки. У нас есть постоянная действующая выставка «Защитники Сталинграда», но именно к этому дню мы делаем и книжно-документальные выставки. Сюда входят и письма ветеранов войны, их личные дела, и вот чтобы наше подрастающее поколение знало, какими жертвами была добыта эта победа. Битва под Сталинградом стала одним из решающих событий Великой Отечественной войны. В течение 6,5 месяцев шли ожесточенные бои, в которых участвовало свыше 2 миллионов человек. Для осуществления намеченных планов немецко-фашистское командование сосредоточило значительные силы – 900 тысяч солдат и офицеров, 1260 танков, свыше 17 тысяч орудий и минометов, а также 1640 боевых самолетов. Но всей этой боевой силы оказалось недостаточно против силы духа советской армии. В Сталинградской битве погибло очень много солдат. Но победа именно под Сталинградом очень важна была и для солдат, и для сломления духа немцев. И мы знаем, что во многом предрешила исход вот Сталинградской битвы и битва под Малгобеком. Но вот Сталинград – это тот котел, который поглотило очень много жизней. По сей день ведется поиск информации о героях Великой Отечественной, в частности, защитниках Сталинграда. Их имена будут увековечены в граните. Списки участников битвы передаются в Волгоград, чтобы высечь фамилии воинов на стеле на Мамаевом кургане, посвященные подвигам героев Сталинградской битвы. Залина Магушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.